Уваzik, бля. Сразу скажу, что это видео не про рыбу, а про то, как проехать 400 километров и ничего не поймать. Новая рыбалка. Сейчас выехали с Сыктывкара, мост уже проехали через ВЧГ. И периодически вон там снег виден. Сегодня 20 сентября. Короче, мы в Емве уже. Так, вот она, поворот. Вот она, поворот. Дорога, короче, на Шошку, да, идет. Емву проехали. И вот сколько километров надо. И вот отсюда еще 90. Да ты чё? 89. Охренеть. Вот Емву мы проехали. И дальше нам вот сюда еще 88 км. И едем мы в сторону Бытырью, на речку Елва. Нужно остановиться порыбачить, нет? А там река Вымь, это Весляна впадает в Вымь. Вот мы доехали до моста через Вымь. Видишь, все на той стороне, на это никого нет. Ага. Потому что запрещено рыбачить. Короче, дорога все хуже и хуже. Может, лесом дешевле ехать, чем... Ох, ё-моё. УАЗ далеко не уезжай. Ну, на берег реки выезжаем. Спускаюсь. Красноголовик. Да? А, да. Так, давай возьмем. Вот такое вот здесь место. Здесь один перекат, тут второй перекат. Я со спиннингом, 2 удочки. Вопрос один только, где наша рыба? Зашел в сапогах, тут глубина где-то сантиметров 30-40 от берега. Идут камни, вода чистейшая. Вот если были бы бродни, можно там на середину зайти. Там у меня воблер. Колодец древний. Да. В общем, едем дальше, там ничего не клюет. Так, ну и вот, что я хотел сказать. Дома. Вот они, остатки от домов. А вот здесь даже кто-то приезжает. какой-то домик. Для лодок сделано. Но здесь тоже мелко. Утки пошли. Десяток уток. Вернулись мы. И опять вроде как мелко. Там, Андрюх, тоже мелко, да? Давай! Ехали в это Евдино. Смотри, сколько тут машин стоит. Ага, здесь Народ просто... Елва впадает в Вымь. Не знаю, там может на двор чей-то ведет и все. Тут... Хрен пойми, да? Там все уже, там дороги нет, там поле. Вон шарик бежит. Ага. Осторожно. Решили спросить, в общем, уже у местных, куда заехать, где какая дорога есть, чтобы порыбачить. Сколько ездим, везде все мелко. Так, ну вот мы дошли, короче. Сейчас вы увидите, где Елва впадает в Емву. И дождь пошел еще. Ну, короче, вообще понятно, короче, мелко. Клюет на поплавочку. Надо выпускать. Выпускай. Сколько мы там проехали-то? 220 уже, да? Все, уезжаем отсюда. И снова у нас Самара УАЗ. Да, без проблем. Едем в Емву. Летим на дачу, в общем, на ужин. Обед мы пропустили. Рыбалки никакой. Ну вот мы преодолели это расстояние и даже больше. Приехали сейчас на даче Емва. И идем, короче, к реке, на Кылтовку в итоге. Вот, здесь вот снег лежит, темнеет. Спускаемся к реке. Вот она, Кылтовка.
Ловля с фонарем. Ни одной поклевки ни у кого. Возвращаемся по темноте уже. У нас не было где-то минут 30-40. Машина замерзла. На улице Ну, минус. смотри. 20 сентября. А, это сок наоборот засунул, чтобы не выходило. Наши черви замерзли в машине, поэтому собираем. А где баночка-то? Все, твердый. Замерзли черви. Это уже следующий день. Ищем, в общем, место, где можно покидать спиннинг с утреца. Ну и вообще на червя порыбачить. Солнце немножко пригревать хоть стало. Идем, короче. Я спиннинг взял. Это уже мы спускаемся сейчас на вымя. Заморачивает, выкладывает, да? Ну вот здесь вроде как поглубже. Ситуация, в общем, здесь в траве стала плескаться рыба, 2 раза плеснулась. Вот, Вова пошел в траву, а я блесну поменял на вот такого бесподобного воблера. Андрюха, у тебя как? Пока тихо. Пока тихо. Вон там плеснулось, прям на камеру видно было. Ничего не происходит. Короче, едем в сторону Серегова в Кошки. Попробуем еще там. Потому что здесь весь берег вот такой в траве, видимо, вода поднялась. Не подойти. Едем дальше, в общем, в Кошки. Мне вчера очень понравилась вот эта вот река в этом месте, в тех местах, где мы были. Елва. Елва, да. С перекатами, да? Да. Снова у нас УАЗ. УАЗ Самурай. Ну вот, уже получше. Похоже уже на реку, а не на залитый луг. Здесь мелко, вон там косы видны, бревно торчит. Не клюнуло? Нет. Условия какие у нас? 21 сентября, ночами заморозки, Республика Коми, да, около Емвы это находимся. Значит гладко, ветра нет. Малька вот здесь в воде полно. Ни вчера, ни сегодня ни одной поклевки. Рыбачим около ручья. Вода слегка поднялась, ну примерно на полметра. Рыбачим на червя. Почему не клюет? Наживка у нас еще и червь, и опарыш. Ну и блесна, воблеры. Вообще ноль, тишина. То есть вот так вот мы стоим. И ничего не происходит. Ничего не... Даже ёрш какой-нибудь, пескарий, верхоплавка, ничего вообще даже не клюет. Места шикарнейшие просто. Вода чистая. Тишина. Тишина, солнышко. Ручей, про который я говорил, впадает в реку. Вова нашел тут где-то какие-то омута и будет сейчас там рыбачить, покажу. Ты уже зацепился, нет? Да, ну тут, конечно, Вован пытается ветки поймать. Смешно будет, да, что из всего, где мы были, будет здесь клевать. Да, сладкий. Так, едем дальше. Здесь ничего, ни одной поклевки. На устье Кылтовки. Оно где-то там. Место, где Кылтовка впадает в Вымь. Вода большая.
Кусты на берегу должны быть. Где-то может быть полметра, если не больше даже, поднялась вода. Вот малька хотя бы засниму. Вот там вот видно прям косяки этого малька. Все дно, и вот здесь вот они греются. Ну, у нас перекус. В общем, от Емвы отъехали 55 уже. Вот, нигде ничего не клевало, ни на Кылтовке, ни на Елве, ни на Выме. И сейчас решили попробовать, что мы поедем на Ёрыч. Камера попала в правильные руки, отрабатывает свое название. В общем, идея проверить, действительно ли вообще нигде не клюет. Вот, идем на проверенное место, на Ёрыч. Будет ли здесь клевать или нет. Будем ловить на червя, на опарыша, на поплавочку. Вот мы дошли до Ёрыча. Уровень поднялся? Да, уровень поднялся. Ну что, стоим, перекидываем. Пока ничего. Правда, рыбачили мы вот там вот. Вот чуть подальше был. Но сейчас туда к берегу не подойти. О, лист поймал. Вот, поэтому рыбачу здесь. Четыре реки за сутки. Елва, Вымь, Кылтовка и Ёрыч.